Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, аса жеңіл салмақ дәрежесіндегі 3 раундтық жекпе-жек. Ендеше қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көк бұрышындағы жауынгер кәсіпқой рекордында бір жеңіс, бір жеңіліс. Оның бойы 165 сантиметр. Салмағы 61 келі. Алматы, Қазақстан. Қарсы алыңыздар. Әбілахан Әбілхайыр! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 2 жеңіс. Оның бойы 169 сантиметр, салмағы 61 келі. Ақтөбе, Қазақстан. Қарсы алыңыздар. Дастан Амангелді! Рефери Ақтілеу Аскербайұлы. Мені мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Амандасамыз. Бұрыштарымызға сәттілік. Дастан Амангелді против Абылахана Әбілхайыр. Это первый раунд. Весовая категория 61 и 200. Все готово. Ақтілеу Аскербайұлы прямо сейчас нам разрешит начать поединок. Первый раунд. Дастан, естественно, смотрится в этом поединке предпочтительнее, скажем так. Возможно, оправданно его считают фаворитом в этом бою. На коротком уведомлении все-таки принял этот поединок боец синего угла. Но это ММА, не забывайте, тут очень много сюрпризов, поэтому Әбілхайыр сегодня может тоже нас удивить. Абылахан Әбілхайыр в синих шортах прессингует пока что своего оппонента Амангелді. Без единого удара, да, но уже так поджимает. Немножко напряженная обстановка пока, но, скажем так, ведутся разведывательные работы. Да, конечно же, первые секунды, первые минуты любого поединка. Если это не женский бои, не женский поединок, если это не женские бои, да, конечно же, проходит в режиме разведки. Ну, попадает сейчас оверхендом таким. Здесь самое главное, знаешь, как раз-таки в этом отчаянном прессинге не наткнуться на встречный удар. Да, уверенно так, взрывается сейчас. Әбілхайыр сейчас. Попытка удара с разворота. Плотно стоит на ногах, видит все, Дастан. Поджимает, пойдет ли бороться. Огромный любительский опыт у Дастана Амангелді. И сам тут пропускает, кстати. Неплохо так. Приложился Әбілхайыр. Попадает сейчас справа. Әбілхайыр. Да, хорош так в разменах, да? Не уступает. Все-таки видит удары, видит возможности, видит тайминг хороший. Вот, пытался вспомнить это слово. Попадает в пах. Оу. На этот раз Дастан Амангелді. Да, и было видно, что это не преднамеренно, конечно. Сейчас в повторе нам покажут. Пытался сделать удар в корпус, насколько я понимаю. Хотя нет, это не даже удар в корпус. Пытался сделать лоу-кик во внутреннюю часть бедра. По внутренней части бедра пытался пробить лоу-кик. Но чуть-чуть немного, попал немного выше. Завысил удар, да, скажем так. Вроде все в порядке. Әбілахан готов продолжать. Пока такие взрывные размены идут, да, из 2-3 ударов максимум. Хороший лоу-кик по внешней стороне бедра уже от Амангелді. Да, неплохо так приложился под этот лоу-кик. Есть чувство, что Дастан скоро начнет бороться. Низко стоит на ногах сейчас. Әбілахана сейчас требует прям прессинга. Мы слышим, как угол его секундирует. Бить левой рукой, левой ногой много и лишать пространства сейчас советует с угла. Там, настойчиво и где-то агрессивно, да, тренер сейчас, возможно, не совсем выполняет установку. Но пространством в октагоне владеет однозначно Амангелді. Однозначно Дастан за счет прессинга, за счет все-таки более наглой работы. Да, он даже если не бьет, смотри, заставляет вокруг себя
крутиться. И сам был инициатором борьбы сейчас. Абулакын. Да, кстати, базовый самбист, поэтому бороться он однозначно умеет. Выступал он и в боевом самбо, был чемпионом Казахстана, выступал на чемпионатах мира, но результатов не было, к сожалению. По профессиональному боевому самбо нужно здесь отметить. Да, есть такое направление. С разворота неплохо так приложился. На публику поиграл Абулакын. И полез бороться. Без проблем. Так, проходит в ноги. Да. Партер. Сейчас будет попытка взять удобную позицию. Вяжет руки. Не вижу пока какой-то борьбы в партере от Абулхаира. Хотя ему как раз-таки нужно сейчас активно защищаться, взять какую-то позицию, чтобы не оказаться в плохой ситуации. Ну, на самом деле, под конец практически раунда нужный тейкдаун. Да, да. Кстати, прессинг был с его стороны, сделано все правильно. Возможно, даже не будет сейчас он пытаться улучшать свою позицию, наносить амплитудные, быстрые, жесткие, сильные удары. С тактической точки зрения, да, тейкдаун был очень важен. И сейчас плюс контроль в партере. И, возможно, этот раунд заберет Дастан. Все так же продолжает работать в позиции бокового контроля. Но казалось, что Дастану в этом поединке будет намного легче. Но мы видим сейчас Абулхаир. Короткий локти сейчас, смотри, обрати внимание, Сатай. Вообще, нулевая амплитудность, но тем не менее. Изобретательно, да, довольно-таки. Кто-то в таких позициях бьет плечом. Пару раз колено было хорошее, кстати, в корпус от Дастана. Да, и в партере, кстати, к сожалению, Дастан Амангельде не смог он полностью реализовать, на что рассчитывал, но в любом случае раунд за ним. И тем будет интереснее второй раунд. Абулхаир сейчас понимает, что отдал он первый раунд. Если во втором не переломить ситуацию, в третьем будет поздно. Интересные моменты с первого раунда. Здесь был отличный момент. Пытался передней ногой достать хайкиком своего оппонента Дастана Амангельде. Да, очень собран Дастан. Бардаш Зубанович, Шазамат Баргабаев сейчас является секундантами от Дастана. Вот те самые удары локтем. Не амплитудные, но они довольно-таки неприятные, согласись. Да, конечно, сбивает с толку, когда ты и так лежишь, мучаешься, пытаешься встать. Тебя еще тут лоу-киками, локтями накидывают. Ой, ну локтями, лоу-киками, локтями накидывают. Не хватало, прикинь, еще лоу-кики бить. Второй раунд. Ждем начала этого поединка. Ждем начала второго раунда. Итак, стартует вторая пятиминутка. По всей видимости, все так же Дастан будет оказывать давление своего оппонента. Отличное попадание от бойца клуба Еркінкүш. О, попадает сейчас джебом. Лоу-кик от Амангельде. 30 секунд уже проходит с начала второго раунда. Пока никаких активных действий со стороны Абулхаира. Абулакына. Попадает сейчас точно по корпусу правой рукой Амангельде. Размашистый удар от бойца синего угла пока что никак не отвечает. Нет таких серийных работ со стороны Абулхаира. Больше пытается достать одиночным ударом. Ну и при этом и сам удерживает дистанцию ударную для себя Амангельде. Попытка удара с разворота.
О, попадает сейчас справа. Буквально навстречу правым боковым ударом Амангельде. Напомню, что рекорд в профессионалах 2-0. Попадает и куда попадает сейчас, не совсем понятно. В пах попадает или что? Что-то проблемы с ногой или с коленом? Вызывает врача сейчас. Какие-то проблемы с коленом. Не совсем я понимаю, в каком моменте это произошло. Возможно, поскользнулся. Но удар не был все-таки нанесен точно в это место. Дастан бил с разворота ногой. Да, и знаешь, так профессионально, да, сейчас Абдулахан себя ведет, довольно-таки спокойно отнесся к этой травме. Вот был удар с разворота. И что здесь? Левое колено, да? Вроде возможно... нога, в принципе, двигалась естественно. Противоестественно ничего не было заметно, но, возможно, какие-то мышцы повредились. Не совсем понятно, что либо произошло. Была какая-то, может быть, старая травма, которая усугубилась. Может быть. Да, и поединок у нас продолжается далее. Мидл-киком сейчас атакует своего оппонента. Есть ощущение, что это была судорога просто. Возможно, возможно. Все-таки после весогонки еще не восстановился. Возможно, это была причина. Ну, по крайней мере, удара не было нанесено. Да, и мы продолжаем наблюдать этот красивый поединок. Несмотря на то, что за короткое время выскочил на этот бой Дастан. Извиняюсь, Абдулхаир довольно-таки хорошо держится. И нельзя сказать, что сейчас Дастан там в одни ворота ведет этот снова бой. тейкдаун, причем без особых усилий и трудностей перевел своего оппонента. Да, обманул, да, парочку ударов таких обманных сделал рукой. Увидел момент, что Абдулхаир вот именно в этих моментах застаивается и прям вообще без проблем прошел в ноги. Мы не видели тут активного сопротивления от этого бойца. И опять мы возвращаемся к партеру. Позиция такая не совсем понятная. Вроде с гарда обошел, но даже не пытается полностью вылезти Дастан. Этой позиции ему достаточно, чтобы наносить удары. Да, и обратите внимание, что тейкдаун также был сделан и выполнен после, то есть ближе к концовке второго раунда. Да, но уже он больше стал уделять времени борьбе. О, сейчас было интересно. Он, если бы не андерхук, он бы залез, выполз бы за спину. Но очень правильно сейчас контролирует Дастан. Прижимается, понимает, что сильно высоко подниматься тоже не стоит. Есть вероятность того, что он напорится на какую-нибудь атаку в виде рычага локтя или же треугольника. Да, все-таки работа снизу в партере также может быть опасна со стороны оппонента. Вот прямо он сейчас. И треугольник! Нет, Дастан все видит. Не доработал. Да, все видит прекрасно. Отзащитился, и мы, скорее всего, увидим дальше вот эту самую работу с партера, добивание. И минута до окончания второго раунда. Немножко сбавил так под конец раунда обороты Дастан. Стал бить не так много. Тактически пока что поединок идет по намеченному, на мой взгляд, плану у Дастана Амангельде. Показывает прессинг, оказывает давление. В нужный момент проводит тейкдаун. Пока никаких опасных ситуаций у Дастана мы не наблюдали. А вот Абдулхаир пока непонятно, за счет чего хочет он выиграть этот поединок. Снизу сейчас атакует ударами Ахан. И второй раунд заканчивается. Да, и второй раунд однозначно за Дастаном Амангельде. Все идет к его такой закономерной победе, да, скажем так.
Да, действительно, если ничего супер необычного не произойдет в третьем раунде и поединок пройдет так же, как и в предыдущих раундах, то мы увидим Дастана победителем. Однако Абулхаир все-таки взрывной боец. Мы видели с вами, как он выбрасывает удары. И хай-кики, и лоу-кики, и мидл-кики, и удары руками также выбрасывают из ниоткуда. Не работает, конечно, серийной и не работает комбинациями, но одиночные удары выбрасывают быстро, мощно, молниеносно, как говорится. Ждем начала третьего раунда. Заряжен на третий раунд. Абдулахан понимает, что если не сейчас, то в принципе уже поздно. Следующие 5 минут для него станут решающими. Да, конечно. 2 раунда он отдал, и это понимает. Сейчас нет смысла работать на очки. Есть смысл только искать возможность досрочно завершить этот поединок. О, неплохо. Сейчас попадает в разрез попал, но Дастан сделал, что от него ожидали. Подсказывает Кимуру ему с угла, но Дастан тоже это слышит и отзащитился сейчас спокойно. Прям пресек. Не то, что защитился, он пресек эту попытку болевого приема и пытается сейчас залезть хотя бы хавгард, чтобы было немного безопаснее добивать, скажем так. Да, пытается улучшить свою позицию, обойти защиту, обойти гард, скажем так, своего оппонента Амангельды и улучшить свою позицию. Конечно же, нужно показывать активность в партере, иначе рефери может поднять бойцов в стойку. Да, сейчас вяжет, особенно Абулхаир. Ну, его можно понять. Ему нет смысла давать возможность сопернику работать, давать ему пространство. Лучше засушить, полежать, чтобы рефери поднял в стойку. В стойке все-таки у Абулхаира были шансы. Довольно-таки жестко бьет. Даже в первом раунде мы обратили внимание, что в стойке, в обменах ничем не уступает Абулахан. Но вот как только дело коснулось борьбы, мы видим преимущество у Дастана, хотя чемпион Казахстана по боевому самбо. Казалось бы, человек априори, да, должен уметь бороться. Да. Но все-таки боевой самбо, если настолько много времени в партере боевом самбо, как в ММА. Да, ну и в целом борьба в куртке, она немножко отличается. Я к тому, что уделяет ли настолько много времени партеру бойцы боевого самбо. Да, по классике, так, знаешь, сейчас Амангельда обходит гард, ничего не выдумывает, просто одной рукой выталкивает коленку. Сейчас хавгард, и вот эта позиция, она намного безопаснее для добиваний. Да. Поэтому сейчас, возможно, немножко у нас темпа прибавит Дастан. Ну, по крайней мере, мы от этого ждем. От него этого ждем, потому что третий раунд немножко такой скучноватый у нас получается, скажем так. Но Дастан после пропущенного удара, наверное, подумал, что не стоит рисковать. Так в разрез, да, навстречу прям хорошо попал Абулахан, но... Тут, кстати, да, Исатай. Тут, кстати, на арене кто-то из болельщиков говорит: Абулаханага осталось 2,5 минуты. Вот такие вот болельщики Абулхаира. Да, это совсем юные, да, наверное, болельщики. Да, и... До сих пор подсказывают. До сих пор подсказки нужны. Да, кстати, довольно-таки профессионально. Детский голос сейчас откуда-то из арены ему подсказывает, что делать. Это интересно. Пойдет ли на ручной треугольник Дастан? Неплохо. Соорудил так, воспользовался ошибкой. Да! Сдается Абулхаир. Ручной треугольник в исполнении Дастана Амангельда доводит свой рекорд до 3 побед к ряду. 3-0. 3-0. За год 3-0. Год назад примерно дебютировал. Да, один из самых горячих проспектов этого дивизиона. Да, и обрати внимание, он быстро как-то постучал Абулахан. Удушающие обычно, когда делают, ну, бойцы какое-то время терпят.
Получил одобрение сейчас Дастан от двукратного чемпиона мира. Да, Богдан Джбаныш даже после победы недоволен чем-то, там пытается ему объяснить, что он что-то сделал там не так. Да, Еркинкуш на самом деле удивляет своей сплоченностью, своим профессионализмом. Одна из таких уникальных команд в Казахстане, если мы говорим про ММА. Ну что, можно только поздравить Дастана Мангельда, а мы ждем следующий поединок. Кстати, тоже в этой же категории весовой. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекті рефери Әскербайұлы 3-ші раундтың 3-ші минуты мен 28-ші секундында тоқтатты. Қылқындыру әрісімен жеңіске жеткен Дастан